А в преддверии ИСЭХа многих якутян заботит вопрос, в чем идти на праздник. Выпускницы Якутского колледжа технологии и дизайна запустили готовые выкройки для создания национальных костюмов. С ними ознакомилась наш корреспондент Ольга Башук. Аня и Надя вместе окончили колледж технологии и дизайна. Еще в студенчестве девушки мечтали открыть свое ателье. Поразмыслив, решили, что самым востребованным изделием на рынке являются национальные костюмы. Мастерицы систематизировали все имеющиеся выкройки. Так и родился проект готовых шаблонов национальной одежды. В двери ИСЭХа вот каждый год все больше и больше народу идет. Все хотят одеваться на национальную одежду. И как бы у кого лучше, у кого там как бы соревнование даже как будто бы идет. 2 месяца девушки собирали все воедино и теперь готовы 4 выпуска. Это выкройки традиционного и стилизованного холодая, мужского камзола и жилета. По такому распорядку раскладываете и друг другу как пазл соединяете. Потом вырезаете каждую деталь по отдельности. Для мужчин есть выпуск с выкройками мужского камзола. Если раньше его преимущественно носили люди старшего поколения, то сейчас эту традицию переняла и молодежь, которая не прочь прийти на праздник в нарядном традиционном костюме. Его создать сложнее, тут могут потребоваться от 10 до 14 дней в зависимости от опыта швеи. В данном камзоле идет со складками. И воротник бархатный, манжеты бархатные, и украшает его обереги спереди и сзади. Шьется из костюмных плотных тканей, подходят итальянские костюмные ткани и комвольные ткани. И украшается бархатом, натуральным, синтетическим, это уже на вкус. Девушки выпустили готовые шаблоны национальных костюмов в мае этого года. За месяц уже свыше 1500 выкроек разлетелись почти по всей республике. Но на этом мастерицы останавливаться не собираются. В планах создания выпусков с выкройками для детской одежды и пальто. Ольга Башук, Георгий Григорьев, Якутск.